Здравствуйте, я приветствую вас в эфире телерадиокомпании ГРТ. На ваших телеэкранах программа «Обсуждаем вместе». Меня зовут Ирина Каран. Уважаемые телезрители, сегодня у нас очень интересная тема, и гости у нас очень интересные. Тема будет касаться моей любимой Гагаузии. Сейчас я ближе вас познакомлю с гостями, которые уже находятся у нас. Это Григорий Дмитриевич Арадов, Иван Николаевич Бессараб, Иван Федорович Кольчик и Борис Константинович Новак. Это активисты становления Гагаузии. Я рада вас приветствовать, уважаемые гости. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну и, конечно же, первый мой вопрос будет такой, да, вы все прекрасно знаете, что 19 августа отмечается в Гагаузии очень празднично. Это наш праздник, когда у каждого из вас, у нас настроение хорошее, как и сегодня в студии, вижу по вашим лицам, что вы готовы к открытой беседе. Вот для каждого из вас, что этот праздник означает и какую лепту вы лично внесли в этот день? Лепта, наверное, даже не то слово, которое я могу подобрать. Каждый из вас буквально участвовал в этом. Поэтому, наверное, с вас начнем, Григорий Дмитриевич, потому что все-таки нужно дать дань вам. Еще раз вы также и прикоснулись к нашему гагаузскому телевидению, к телерадиокомпании ГРТ. Заман Хайрлсон, Эбдисириджилер, телевидение, Гагаузия, с тем, что biz çok kötülerle biz bir etmek kendi ana dilimizde. Biz onu pek konuşuyoruz, biliriz, simdesler etmedi. Ama bizde bir ünlü format передачи, annem bize anlasın hepsici. Diyoruz ben geçeceğim o dili Angstan'da büyün üyelerin tarafında heber halk, heber insan. Хочу всех поздравить с днем 19 августа, который приближается к нам. Август месяц богат на события, он очень праздничный. Тут очень много событий будет как в Гагаузии, так и в республике. Очень много событий есть у нас. День независимости, День языка и так далее. Сегодня у нас тема очень интересная. Образование гагаузской автономии, Гагаузской республики. Хочу сказать о том, что всегда нас критикуют в том плане, что вот мы, гагаузы, чего-то требуем или чего-то хотим неестественного. Хочу напомнить о том, что когда события 90-х годов начинались, я лично тогда всегда носил с собой Конституцию Советского Союза, где было написано, первая статья: все народы, проживающие в СССР, имеют право на самоопределение. И тогда я начал все свои выступления, и этим и заканчивал. Сказать, что гагаузы захотели иметь свою государственность именно в 90-м году или в 80-м году, это было бы неправильно. Потому что гагаузы на протяжении многих веков имели свою государственность, она у них каким-то образом исчезала. Почему? Допустим, мы помним то, что у нас была Гагаузская республика на Балканах. Ее сожгли, ее уничтожили. И те гагаузы, которые с Балкан переехали жить сюда на Буджак, конечно, они об этом помнили. И мы прекрасно помним события 1905 года, первая буржуазная революция в России, когда восставшие крестьяне, рабочие в царской империи стали захватывать имения своих помещиков, грабить, уносить домой мебель, то только в Камрате гагаузы создали Гагаузскую республику. И об этом говорит Владимир Ильич в своих выступлениях и речах. О том, что буржуазная революция дала очень большой импульс развития революции на окраинах именно созданием Камрадской республики. Мы видим, что республика не в одной части возникла, и она спонтанно не была. Поэтому гагаузы всегда об этом помнили, что у них была государство, и они всегда к ней стремились. Григорий Дмитриевич, извините, я здесь должна добавить, что мы говорим о Гагаузской республике, которая впоследствии стала Гагаузской автономией. Ни к чему мы не призываем, уважаемые телезрители. Нет, это я делаю для того, чтобы снова на нас не посыпали штрафы. Извините, конечно, простите, Григорий Дмитриевич. И по протяжении веков потом видим, что гагаузы не молчали. Это был, мы помним, 1947 год, когда Арабаджи Николай Петрович зашел к Сталину с тем, чтобы создать здесь Буджакскую республику. Потом 1957 год, когда ввели гагаузский язык, официально мы получили, тоже шли разговоры о создании некой автономии, это она не нашла свое отражение. И видим события 89-90-х годов, когда
резко возросло национальное самосознание гагаузов, которые вспомнили, потребовали о том, чтобы создать свою государство, именно основываясь на Конституции тогда же Советского Союза, о том, что каждая нация, народ, живший в СССР, имеет право на самоопределение. Поэтому наши темы были законны, и мы, согласно той Конституции, имели на это право. Мы, гагаузы, тоже тогда, для того, чтобы не остаться в стороне, мы поняли, что идет развал большой империи. И на осколках этой империи будут создаваться маленькие или другие государства. Мы помним это с Римской империей, помним с Австро-Венгерской, Турецкая империя развалилась, сейчас разваливается Советский Союз. Поэтому на основании тех событий мы имели полное право требовать и создавать свою государственность. Я очень рад, что я по молодости был участником этих событий, везде участвовал, был и сегодня не остаюсь в стороне, поэтому я приветствую всех своих коллег, которые тоже были в этом струе, не остались в стороне. Каким-то любым образом они здесь участвовали, и мы это делали. Еще раз хочу поблагодарить телевидение о том, что мы не оставляем без внимания этот вопрос, постоянно об этом говорим, и наша молодежь, люди, которые в то время не участвовали или еще не родились в этих событиях, чтобы они знали, что события предотвращали создание гагаузской автономии. Вот оно шло поочередно и шло поэтапно. И я рад, что мы в этом участвовали. Благодарю вас, Григорий Дмитриевич, за вашу точку зрения. Я хочу отметить тоже репликой на ваши слова по поводу того, что «кютюлемя», «бизи», а не «бислафет» мирис гагауща. Обычно эти комментарии пишут, как мы говорим, диванные критики, те люди, которые не имеют отношения к телевидению никакого, которые обычно имеют образование в сфере развлекательного контента и продолжают этим заниматься, а также те, кто не говорит ни слова на гагаузском языке, а с примесями других диалектов, и кичаться тем, что великолепно знают гагаузский язык. Я думаю, каждый из них поймет, о ком мы говорим. Поэтому, как говорится, караван идет. Да. Итак, Иван Николаевич, я предоставляю слово вам. Скажите, пожалуйста, вот ваши воспоминания об этом праздничном дне, который нас ждет впереди. Мои воспоминания, я тогда был молод, только приехал с армии. Я еще с армии следил за новостями, то, что происходит у нас в Гагаузии. Вот когда я приехал летом 90-го года, уже события, митинги, если помните, 90-й год, если не один, то через день. Да, и я как молодежь Кангазы, молодежь вообще Гагаузии, мы собирались все вместе. Мы слушали ораторов того времени. Кто был среди них? Я помню, Леонид Добров был Степан Михайлович Топал, был Икин Дигелян, был вот эти все. Уже сегодня они уже некоторые ушли в мир иной, некоторые сегодня еще есть. Но мы молодежь, чем мы могли быть полезны, мы показывали, что мы готовы, если случится что-нибудь, мы готовы были защитить свое, скажем, свой край. Или свой регион. Тогда еще не было этого республики. Но тогда, понимаете, очень была такая хорошая вот сплоченность, что мы видели в этих людях, которые были на передовых, мы видели в них преданность своему народу. И они видели в нас защиту. Они шли спереди, зная, что мы сзади защитим. И благодаря руководителям 90-х годов, я сейчас желаю то же самое, что было, кровь не пролилась. Потому что они знали, где чуть растовуху дать, а где газовать, понимаете? И Иван Николаевич. Я вам говорю точно, как это было, потому что если бы не мудрость тогдашних руководителей, кровь бы пролилась. И нужна была обязательно, некоторые провокаторы были, чтобы именно хотели кровь пролиться. Все-таки гагаузский народ услышит вот эту молодежь, которые сегодня, тогда их не было. 30 лет – это целая эпоха. А я вот думаю, что никто из вас не замолчит. Я уверена. Я говорю, что если мы замолчим, камни будут говорить о том, что были эти дни. 19 августа было. После этого были еще много событий. Приезжал Демирель. Как мы объявили Гагаузскую республику, вопрос не исчез. Она продолжала все бурлить. Она просто потом стала гагаузской автономией. Да, но после этого разные соглашения, но вопрос, она как бы все время стояла острым. Вот эта Гагаузская республика, она стояла острым. И потом в 1994 году уже пришли на другое соглашение. Мы не то что перешли, а образовали уже автономию в 1994 году. Но опять-таки без кровопролития. И я считаю так, что в 1994 году, когда произошла эта автономия, те законы, которые были внесены в закон, в Конституцию в Республике Молдова, если бы они сохранялись, если бы они
исполнялись. Сегодня мы бы не собирались говорить о том, почему у нас проблемы с центральными властями. Там все прекрасно с обоих сторон. Соглашение было, Мерча Снегур был здесь. И вопрос... Иван Николаевич, давайте мы к этому вопросу еще вернемся, а пока поговорим об этой дате. Благодарю вас. Мы еще вернемся обязательно. Спасибо. Борис Константинович, скажите, пожалуйста, вот ваши воспоминания. Я рассматриваю недавно совсем архивные фотографии. Очень часто находила вас там, среди тех людей, кто был на митингах, на всяких собраниях. Вы сами знаете, о чем я говорю. У здания исполнительного комитета есть фотография, возле Дома культуры есть фотография. То есть вы были таким активным продвиженцем, да, того, чтобы у нас была своя автономия. Расскажите, пожалуйста, ваши воспоминания. Добавлю, был и есть. Да, и буду. Конечно, я только желаю, чтобы все было. Я, конечно, не историк по образованию, не гагаузовед, и, конечно, я не буду окунаться в те воспоминания далекие, которые грамотно нам сказал коллега Григорий Дмитриевич. Вот, я чуть-чуть по-другому построю свои воспоминания. Да, гагаузский народ долгими десятилетиями мечтал быть довольно независимым, автономным в составе Республики Молдова, значит, образованием. Как бы его ни назвали. Но, учитывая, что в Советском Союзе все национальности, все нации были равны, и все были достаточно хорошо защищены государством, такого, значит, резкого движения не было необходимости, чтобы вот так резко встали и вспомнили, нам нужна то ли Гагаузская республика, то ли автономия. Детонатором сподвигло то, как сказал сейчас Иван Николаевич, развал Советского Союза. И развал Советского Союза происходил болезненно, потому что в это время националистические кадры, интеллигенция в основном, это и в Прибалтике, это и Закавказье, Средней Азии, и, конечно, активно националистически настроенная интеллигенция Молдовы из среды чистых этнических молдаван, они, конечно, пошли не по тому пути, они пошли по пути превосходства своей национальности над нами. И, конечно, сработал третий закон Ньютона. Сила действия равна силе противодействия. Только прямо пропорционально обратно по направлению. Гагаузский народ вынужден был резко встать и защищать себя таким образом от не молдавского народа. У нас с молдаванами одна родина, мы один народ, молдавский народ, мы это ценим, мы это понимаем. Переговоров, уступок, путем длительного контакта с руководством Республики молдавский народ в лице руководства парламента, президента Снегура нашли в себе силы, мудрость, и был через 4 года принят закон об особом правовом статусе Гагаузии, который нам дает юридическую защиту, на которую мы опираемся, которые сейчас пытаются урезать и урезают. Это уже второй значит, вопрос, который, возможно, мы будем освещать. А гагаузская автономия была вторым шагом после объявления Гагаузской республики. Вы очень правильно рассказали с точки зрения исторического образования нашей гагаузской автономии, как это было. Это ваша точка зрения, хочу также подчеркнуть, и ваши воспоминания. Да. Вы человек... И мое объективное суждение. Я благодарю вас. Иван Федорович, расскажите, пожалуйста, вот ваши воспоминания о тех днях. Что для вас означает этот праздник? Добрый день, спасибо за вопрос. Для меня, как для жителей Гагаузии, как для гагауза, это дата священная просто-навсего. Я сейчас не буду повторяться, как мои коллеги почти рассказали, на чем основывалась идея создания Гагаузской республики. На самом деле это была необходимость. Это была необходимость для того, чтобы сохранить свой народ, свой язык, свою культуру. Это была необходимость. И все, буквально все жители нашего региона, как один, все поняли сразу вот эту
и для чего нужна нам автономия, для чего нужна нам республика. И то, что многие не хотят слышать про республику, но дело в том, что Гагаузская республика нам родила автономию. Не быть Гагаузской республики, не было бы нашей автономии. Поэтому я всегда со скорбью сейчас вспоминаю вот эти времена, что уже нету очень многих патриотов, именно патриотов с большой буквы, которые жили в Гагаузии, жили для Гагаузии. И, к сожалению, вот наши патриоты, как Степан Топал, Маруневич, дай Бог здоровья нашему вот Михаилу Васильевичу Киндигеляну, Леониду Доброву, Бургуджи, Савастину, потому что эти Айогла, такие многих, каждый, нельзя просто отметить кого-то особо. Вот все, каждый житель как мог стоял на защите нашей тогда идеи только, возрождающейся идеи образования Гагаузской республики. И скажу, что я даже очень благодарен тому времени, вот этим, как Борис Казин сказал, националистам, молдавским националистам, что они помогли нам посмотреть на проблему именно открытыми глазами и понять, что это необходимость. Мы должны это сделать сегодня, потому что завтрашнего дня, завтрашнего не будет. Уважаемые патриоты, я хочу отметить, что я думаю, что каждый из вас рад, счастлив, что мы живем в гагаузской автономии, которая находится в составе Республики Молдова. И я уверена и знаю, что мы будем продолжать жить вместе, дружно, под одним мирным небом. И вот такая у нас история. Вы знаете, я когда-то задала своему папе вопрос, который был также активистом становления Гагаузии. Он был командиром батальона «Буджак». И я его тогда спрашивала: папа, а как будут гагаузы, вот как они собираются, как ниже он артопланерлар? И он мне говорил: ты видела когда-то, как разбивается ртутный градусник? Вот эта ртуть по капелькам собирается в одно общее пятно снова. Также и гагаузы, что бы ни случилось, они всегда собираются вместе. И я надеюсь, что мы также будем всегда собираться вместе, как в этой студии, вы тоже. Несмотря на какие-то разногласия внутри, в душе каждого из вас, на свое личное мнение, видение той или иной ситуации, мы должны жить мирно и дружно. Скажите, пожалуйста, вот время прошло, время утекло. Не боялись? Не сопоставляли, например, потом какие-либо могли бы быть последствия по той или иной ситуации? Я хочу также добавить, опять-таки, свои воспоминания. Я помню промежуток времени, когда моего папу принципиально не брали на работу. Это время идет, и такие моменты, они забываются, а их нужно знать и помнить. Да, естественно, вспоминаете прошлые годы, сказать то, что мы были такие вот герои и ничего не боялись, это было бы неправильно. Естественно, я тоже был молодой и задавался всегда вопросом, правильно ли я поступаю, туда ли я веду свой народ, свое село, потому что я тогда уже был председателем сельского совета, и не придет ли это, потому что я как историк знал ситуацию, чем заканчиваются эти все события, не придет ли это к большому кровопролитию. Но потом, когда я приезжал в Камрад, когда видел, что здесь такие люди, как Маруневич, Курогла, Булгар Степан Степанович, Айоглу, Буйкула и так далее. Я видел людей, которые горят этой идеей. Я тоже загорался и думал, что мы идем правильным путем. Да, нам было немножко сложно, потому что мы были тогда в другом районе, а не Гагаузском. Это был Бессарабский район. У нас там было 3 села. И, естественно, нас немножко так, ну, скажем, не притесняли, но было такое отношение, что когда тем более начали события, было какое-то другое отношение. Но спасибо тогдашнему руководителю Бессарабского района Георгию Георгиевичу Ажу, который не делил нас
с молдаванами, я относился к нам нормально. Почему? Даже эти, когда были события, он нашел возможность мне позвонить, одобрен, как поддержаться, что не только не вмешивать свои эти разногласия, и чтобы не было крови. Поэтому, да, естественно, были сомнения, были боязнь чего-то. Была, конечно, дома тоже жена говорила, родители говорили, что куда ты влез, тебе больше всех надо, да. Ну, я понимал, что я поступаю правильно. Поэтому, знаю, что я поступаю правильно. И самое главное, я видел, что за мной стоит народ. Когда были какие-то события, и село буквально собиралось за какие-то 10-15 минут, пол села собиралось около Дома культуры. Когда я видел, что эти глаза горят, я видел, что да, я иду вперед, потому что я знаю, со мной стоит мое население, мое село. Поэтому, и когда приезжал к Камрак, видел, что здесь площадь полна народа, все и женщины, и молодежь, и люди старшего поколения. Я видел, что мы идем правильным путем, идем к созданию своей государственности. Поэтому надо сказать о том, что боязнь была, но была и гордость, что вот мы, гагаузы, чего-то добиваемся. И слава Богу, что у нас хватило смелости, хватило ума нашим, как уже было сказано, да, чтобы не довести до кровопролития, но такими трезвыми, крестьянскими, житейскими условиями договориться с другой страной. И слава Богу, и молдавскому, и нашему, что мы нашли общий язык и живем вместе в одной республике. И дай Бог нам дальше проживать все вместе и не конфликтовать. Спасибо большое, Григорий Дмитриевич, так патриотично, приятно слышать. Иван Николаевич, вот не боялись ли вы? Судя по тому, что... Судя по тем высказываниям, которые вы иногда себе позволяете, ваше видеообращение, ваши речи, я так понимаю, что вы до сих пор не боитесь. Не боятся, понимаете, не боится тот, который не имеет чем бояться. Все мы боялись. Но я вам скажу, что я тогда, вот именно в 90-м году и женился. И молодая невеста, когда мы с братом, и брат тоже женился тогда, брали топоры, брали вилы и выходили. Только не про это, пожалуйста. Иван Было. Я говорю, что было. И когда мы приходили, вот там толпа людей, толпа гагаузов, и мы стоим, все стоим, что взял из дома. И были среди гагаузов тоже такие, которые боялись, но и не хотели уйти. Говорят, смотрите, сейчас там молдаване идут, наступают на нас. И я вам скажу одно, что в один из вечеров, я это не забуду, наверное, никогда, было где-то 150 человек у нас на краю села. И тоже там были такие, которые боялись согласаться. И что там молдаване сейчас нападут. И наши ребята, те, которые были постарше, поехали навстречу. Давайте не будем говорить молдаване, будем говорить, что те люди, которые были не согласны с вашим, давайте так будем говорить. С вашей точкой зрения или с вашим желанием, потому что на это могут обидеться представители этой национальности. Наши поехали туда. А они наши братья? Да, наши братья поехали в сторону Каета и приехали через 2 часа пьяные. И оказывается, что там ждут, что мы нападем, мы ждем, что они нападут. Не, они не хотят напасть, не мы. И понимаете, они пришли и говорят, ребята, не беспокойтесь, все нормально, по домам, никто к нам не нападет. И мы где-то 3-4 часа утра, мы разошлись, никто к нам не напал. Не надо, Иван Николаевич, я уверена, что все могут договориться. Было бы желание. Договорились, я же сказал. И договорились, да. Я сказал в начале передачи, благодаря разумным руководителям того времени кровь не пролилась. Но мы были готовы на все. Иван Николаевич, спасибо большое. И сегодня готовы. Борис Константинович. Тихо. Борис Константинович, вот не боялись ли вы? Мой вопрос таков. Ведь у вас тоже есть 2 сына, я знаю. Я уверена, что они задавали вам такой вопрос. Конечно. Уверена, зная Дениса и... Ира, я о себе не буду говорить, я хочу другую вещь сказать. Вот Григорий Дмитриевич и Иван Николаевич, они сказали конкретно как, что... Я вот задам вопрос. А вот когда процесс этот был длительный, и когда наши женщины неоднократно в течение длительного периода, наверное, полугода, садились на рельсы на железнодорожной станции Камрад прямо перед поездом, и поезд с товаром шел, и эти женщины не вставали, останавливали поезда в знак протеста, в знак привлечения внимания. Как вы думаете, страшно им было? Страшно. Вот вы говорите, у меня мурашки по коже, я, например... И это было так. Но ни одна женщина не встала, конечно. Они, наверное, боялись. Когда они перекрывали дороги блоками и стояли, когда с той стороны могли действительно напасть. Но и одна, и вторая сторона была готова. То есть, если провокация пошла, слава богу, до этого не дошло, потому что все-таки с гагаузской стороны лидеры были очень внимательны, не хотели этого. И
там с молдавской стороны тоже были здоровые силы, которые не допустили, я уже назвал, но на грани этого было. И было страшно. Мне Степан Михайлович Топал, первый президент Гагаузской республики, мы очень большими друзьями были, я был его помощником, рассказывал, что когда его и Михаила Васильевича Киндигеляна вытащили с рабочего кабинета, кинули в машину, связали, закрыли глаза, завязали и повезли неизвестно куда. И он говорит, было темно, и говорит, уже рассказывал мне, что где-то приблизительно, он же знает географию, под Кочулийским лесом, повязка спала с глаз, и он в щелку увидел, что они находятся в Кочулийском лесу. Ну и Степан Михайлович, я говорит, уже прощался с жизнью. Думал, что привезли в лес провести самосуд или суд и тому подобное. Но их посадили в тюрьму, и Киндигеляна, и Степана Михайловича Топола. И пришли они оттуда не сломленные, пришли они оттуда героями, народ их хорошо встречал, я был рядом, видел. Поэтому, конечно, всякие эти события, которые они горячо проводятся, они имеют под собой опасность, а все люди живые, и каждый, конечно, в какой-то мере, той или иной мере побаивается. Но самое главное, когда я тоже выходил на площадь, когда я выходил к людям, нас было много, масса, люди были заряжены положительно, люди защищали себя, и наша сила в единстве. Тогда было большое единство, Борис в отличие от сегодняшнего. Скажите, пожалуйста, ну вот впоследствии, да, вот гагаузская автономия была уже. Время шло. Я к чему говорю? К тому, что я до этого говорила. Чувствовали ли вы потом на себе вот какое-то давление после того, как уже была сформирована гагаузская автономия? Ну, если честно говорить, такого давления после этого не было. Было единственное непонимание, когда мы выдвигали свои условия, как должна выглядеть автономия, какие полномочия, чем насыщать ее. Вот там уже менялись неоднократно руководители молдавского государства, и одни, конечно, более-менее лояльно, добросовестно относились, что нужно автономию наполнять полномочиями, другие нет. Вот там у нас были жесткие политические схватки, но унижений, допустим, чтобы опять нас считать, что в Гагаузии, вот как это было вначале, нет, этот накал упал. Ну, то есть вы находили себе работу, вас никто не... Нет, нет. Мы нормально строили производственные, социальные отношения, защищая Гагаузию. Я хотел сказать, Да, в конечно. прошлом году я, как веду свой блог, готовился на 19 августа и поднимал стенограммы. И что мне вот осталось в памяти, я когда поднял стенограммы, это сейчас я говорю для нашего молодежи, там были женщины по 25 до 30 лет, но вот там стоит пояс, и она, одна вот женщина, там вот, кто посмотрите сами, один ребенок стоит на руках, а другой ребенок сидит рядом и здесь пояс держит. Чтобы я не забыл очень важное Да, дополнение. пожалуйста, Борис Николаевич, сейчас мы перейдем. Иван Федорович, не переживайте, все сегодня скажут. Я хотел, но забыл, извините. В свете этого страшно или не страшно? Я задаю вопрос. Вот сейчас на Башкана Гагаузии заведены уголовные дела. У него 2 маленьких детей. Нравится нам, не нравится это дело руководства Кишинева. Мы не собираемся им нравиться. Она сегодня возглавляет пост Башкана Гагаузии. Это пост политический, это пост юридический. Институт башканства сегодня мы должны защищать. Кто бы сегодня не был. Ее народ избрал, народ доверил. Как вы думаете, страшно или не страшно? Наверное, в душе, конечно, переживает. Маленькие дети, она сама молодая. Вот. Но, тем не менее, она-то ведет Гагаузию вперед. Она не боится. И честь и хвала ей, и тот, кто рядом с ней. Потому что это тоже гордость современной нашей Гагаузии. Борис Константинович, спасибо. Как всегда, так красочно. Иван Федорович, ваше время. Иван Федорович, вот все-таки я хочу спросить и у вас. Вы также имели отношение к батальону Буджак? Так? Так. Чувствовали ли вы на себе? Страх? Страх – это одно. Что? А вот какое-либо давление, какое-то, либо, может быть, я не знаю,
я не знаю, как это сказать этим словом, то есть вот давление общества, того, которое было не согласно, либо вот своего рода ответ за вашу точку зрения в то время, за то, как тогда вам казалось, должна быть гагаузская автономия. У меня и сегодня есть свое мнение. Вот меня волнует тогда. Тогда скажу, что вот если вот начать с вашего вопроса, то, что вот страх был или не был, у каждого нормального человека есть страх. Это нормально. Но хочу вам сказать, что вот, когда вот вы стоите и вокруг вас тысячи людей, этот страх куда-то улетучивается. И у тебя даже такая, вместо этого страха появляется уверенность, что ты знаешь, что ты не один, ты один из вот этих тысячи людей, это раз. И второе, очень самое главное, что тогда мы защищали свой дом, мы никуда не ехали что-то захватывать, завоевывать, мы просто-навсего защищали свой дом, свой народ, и поэтому как-то было, даже не было никаких сомнений в том, что делаем неправильно. И сейчас нельзя говорить о наших руководителях того времени, потому что мы именно тогда были такие слабо политически подкованные. И мы делали много ошибок. Наши даже руководители, это нормально. Это нормально, когда мы делаем ошибки. Мы учимся, мы выросли. И вот мы из него выросли, но прошло 30 лет. Человек может ошибиться раз, два, потом пробует. Он пробует так, по незнанию он пробует. Но когда человек делает одно и то же каждый день, или я дурак, или я специально это делаю. Иван Федорович, нас смотрят дети. Я понимаю, о чем вы говорите. Я думаю, что телезрители тоже поняли. Давайте перейдем все-таки к другому вопросу. Скажите, пожалуйста, вот, конечно, тема избитая, оскома уже у всех, наверное, набилась. Это тема отношений между Камратом и Кишиневым. Да? Это то, о чем сейчас обсуждают во всех телепрограммах. Все люди, все общество. Кто-то говорит, что вот сами виноваты, сами вышли из этой межпарламентской комиссии, да, рабочей группы. Кто-то говорит, что, наверное, правильно и сделали, а сколько можно пить чай, кофе. Я прям цитирую высказывания некоторых депутатов Народного собрания Гагаузии, политических чиновников. Кто-то говорит, что почему Кишинев по отношению к Камрату относится довольно-таки лояльно. Есть гагаузская автономия, есть язык, есть, там изучили, не знаю. Вариантов много, мнений также много. У каждого из вас, я знаю, тоже есть свое мнение. Я бы хотела, чтобы вы поделились с нами по поводу этого. Традиционно начнем с вас, Григорий Дмитриевич. Спасибо. Да, действительно, прошло много лет, и сегодняшние отношения между Камратом и Кишиневым, они, конечно, напряженные. Они всегда были напряженные, еще в 90-х годах они были напряженные. Сегодняшняя ситуация немножко она другая, она также напряженная. Отношение центральных властей к автономии и к ее руководству, она вызывает немножко негатив. Почему? Хотим и не хотим, у нас народно избранный Башкан, народно избранное народное собрание. Да, плохие они, нехорошие, они наши, понимаете? Поэтому говорит о том, что давайте одна сторона права, другая сторона не права. Такого быть не может. Естественно, я думаю, что есть ошибки с обоих сторон, и ошибки не маленькие. Одни, может быть, слишком начинают эмоционально что-то говорить треба, другие начинают это все притормаживать, извините за сленг. Но с другой стороны, Кишинев, я всегда говорил, что Кишинев должен быть комфортно, что в составе Молдовы есть автономия. Понимаете? Только за то, что была создана автономия, Молдову признали в Организации Объединенных Наций. Только за то, что есть автономия, весь мир признал Молдову как государство, как народ, который единственная создана автономия в постпространстве Советского Союза, которая без крови. Есть Спорный Карабах, Орш, Баку и остальные Нагорные. То есть мы там видим, что здесь благодаря мудрости этих двух народов, которые являются государствообразующими, мы это прошли нормально. Поэтому я думаю, что сегодня, да, есть горячий голову как с одной, как и с другой стороны.
Но я думаю, что сегодня надо вернуться обратно к изначальным событиям, отбросить все эмоции, сесть за стол и говорить. Потому что даже во время войны между воюющими государствами есть нитки соприкосновения. У нас должен быть. Да, может по-разному относиться к этой межпарламентской комиссии, которая прекратила свою работу. Но, с другой стороны, контакты должны оставаться, может быть, не государственные, а такие, может быть, личностные, потому что всегда это играет свою роль. Вот я считаю, что отношения должны наладиться, несмотря ни на что. Потому что мы, гагузы, не скандально воюющий народ. Молдаване тоже такой лояльный, хороший, молдавская страна имеется, вот народ имеет. Они тоже. Я думаю, что если мы сядем за общий стол, будем говорить много и долго, мы к чему-то придем. Поэтому я думаю, что нашим руководителям и руководителям молдавской страны надо все-таки сесть, отбросить эмоции. Почему вызывает негатив наш Башкан у молдавской страны? Ее относят, называют, что она какая-то ОПГ. Какая ОПГ, если за нее проголосовали люди? Есть такие комментарии, да, есть говорят об этом. Зачем? Это народный Башкан. Хороший, плохой, но она народно избранная. Народное собрание, хорошее, плохое, но оно избрано. Поэтому я думаю, что мы должны уважать молдавские сторону, она должна уважать нас. И только взаимоуважение, взаимосвязь всегда должна быть впереди, и мы думаем, что мы придем к нормальным результатам. И мы добьемся Григорий этого. Дмитриевич, еще один уточняющий вопрос. Да. А кто должен все-таки пойти, кто должен сделать первый шаг? Обе стороны должны шагнуть одновременно. Обе стороны, потому что здесь нету старшего брата или младшего брата. Мы два государства образующих народов в Молдове. Молдавская страна и гагузская. Поэтому мы должны делать шаг вместе, одновременно, и не упасть в пропасть, а объединиться и идти вместе, сидя за столом, говорить. И не надо настраивать друг с другом. Мы не нации, ни молдавские, ни наши нации не хотят. Мы не воинственные нации. Мы мирные люди, которые должны всегда договариваться. Я считаю, что мы к этому придем, потому что это время уходит. И мы помним те события националистов, которые были в 90-х годах, как они нас обзывали, и лишаем на теле молдавского народа. Я помню, как депутаты говорили об этом с трибуны высокой. Но они ушли в историю. Поэтому это все уйдет. И мы останемся здесь и будем дальше делать свою республику, строить вместе. Только вместе. Автономию. Да. А республику Молдову? Нет, я говорю, республику Молдову будем строить вместе. Да. Она должна быть процветающей, как она была в Григорий Советском Ильич, я Союзе. уточняю, потому что, чтобы не было потом... Я имею в виду Молдавскую республику. Мы с вами республику. собираемся снова республику. Мы говорим о республике Молдове. Да. Он просто машинально. Пророчески. Да. Иван Николаевич, пожалуйста. Да. Я хочу отметить одну очень интересную вещь. Вот вы задали вопрос между центральными властями и властями Гагаузии. Давайте посмотрим, когда они были хорошие. Или когда, скажем, когда они были дискуссионные. До 1994 года, пока не было еще партии, республиканской партии у нас здесь в Гагаузии, и когда был только один гагаузский народ, были проблемы, но мы их решали. И тогда, в то время, с нами считались. Потому что мы здесь, как мы здесь варились, ссора из избы не выходила в Кишинев. Может, она просачивалась, но не выходила. Но как начали поступать вот эти партии? Коммунисты первые пришли вместе с Трибунчиком, потом другие, потом демократы, либералы, кто такой не был. И вот сейчас смотрите, что происходит. Вот берем даже в нынешнее последнее время. Если сегодня и убрать все партии из Народного собрания, сегодня же мир воцарится там. Опять-таки вот эти партии, ты ко мне иди, я к тебе, и вот эти партии разошли. Вы считаете, что все должны быть независимыми? Да? Я считаю, что все должны быть, как до 1994 года был гагаузский народ. И все. И тогда не могли власти нам мешать. Вот сегодня давайте сейчас посмотрим. Приезжает к нам Рычаг в Гагаузию. С кем он общается? Ему не нравится Башкан, ему не нравится председатель Народного собрания, но они у власти. Они первые лица. Они первые власти. Да. Он находит примаров. А сейчас, я почему так говорю, почему это вопрос начал? Для того, чтобы примары, когда они начинают баллотироваться, кто к ним приходит? Какие-то партийные шишки. Даже можете представить партии. Пожалуйста, Иван Николаевич. Вот Партийные представители, руководители. да, Ну партийные давайте партии. партийные, все равно такие, как я сказал. Нет, Иван Николаевич, Ну, давайте по-другому. пожалуйста. Но вопрос в другом, что вот они берут под свое крыло
Вот это вот, я сейчас скажу фамилию его, вот Чедурунского. Давайте Ваня, без фамилии, давай без потому что фамилии. пойдут... Давайте без пожалуйста. фамилии. Давайте Вот, мы- вот они приходят, ага, сегодня власти демократы, он демократ, завтра социалисты, и он уже не имеет свое мнение в этом народе, а он уже делает то, что говорит партия. Но заметьте, что они разрушают нашу автономию. Почему? Вот это сегодня то, что наши примары согласились работать впрямую без исполнительной власти, без народного собрания, вот они региональные деньги, которые положены в наш регион, дают только тем примарам, которые лояльны властям. Иван Николаевич, хорошо. А моему примару Мой почему вопрос нет? тогда следующий будет такой. Вот вы говорите, что... Давайте, Ирина, потом Сейчас. следующий вопрос, да? Нет, Потому нет, что у нас подождите, Иван с временем Федорович, нормально. я здесь модератор, Нет, я понимаю, поэтому но, сейчас я мы уже здесь переходим с места на командую, место. пожалуйста. Пожалуйста, Я командуйте. веду эту дискуссию, извините, Командуйте, вопросов простите. нет. Командуйте. Я должна задать вот уточняющий вопрос. Иван Николаевич, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что да, примары пошли на контакты и общаются с представителями То, что общаются, Кишинева, это не да? страшно. Ну, то есть вот ну, что вы сейчас сказали Да. выше, да, что Да. они как бы прыгнули через голову, как вы упомянули недавно, Да, так? правильно. Но вот каждого из них выбирал гагаузский народ. Согласен. Каждого примара выбрал они гагаузский не народ. сказали, что так Так же, поступили. как и нашего Башкана выбрал гагаузский народ. И я думаю, что любому примару оценку в первую очередь должны дать жители того или иного населенного пункта. И депутата тоже. Депутата, конечно. За каждым из тех, кто занимает тот или иной пост, стоят люди. Причем здесь примары? Давайте сейчас посмотрим с другой стороны. У нас есть 26 примаров в Гагаузии. 26 примаров. Из них, скажем, 8 пошли сегодня с ПАСом на встречу, там договор, все. Вот этим 8 им дают денежки, делайте тротуары, вот смотрите, улица Освобождения, улица там танкиста, им дали деньги. Мой примар там не оказался, ему денег нету. Ну и- Минуточку. Значит, Иван Николаевич. значит, По-моему, вот- вчера уже есть... Дайте секундочку. Вот сегодня, чтобы собрать людей, примар скажет, что вы от меня хотите? Видите, я работу делаю. Ему дали деньги с моего села. Иван Николаевич, то есть вы Да, хотите да. сказать, я хочу подытожить, Давай. я понимаю, чтобы мы не переходили на громкий тон в нашей студии, то есть вы хотите сказать, что каждый должен заниматься своим делом. Обязательно. Вот, я к этому... Я хочу просто закончить мысль Да, с тем, пожалуйста. что вот эти региональные деньги, которые сегодня получают примары, они, это должен получать исполком, народное собрание должен утвердить, куда их тратить. А то сейчас получается, что Ну, есть же у нас региональное развитие. Есть, но понимаете, сейчас кто там председатель, там должен быть председатель Какая Башкирова, разница? сегодня сидит. Депутаты должны работать, Иван Николаевич. Чем работать? Иван Да, Федорович, чем нельзя работать без сказать, денег? какая Нет. разница, если Нет, эта пирамида работает так. Нельзя. Должны поправить уложение. Иван У Федорович, нас уложение устарело давным-давно. Значит, когда выгодно нашим депутатам, они его меняют 10 раз в день, нарушают Иван его. Федорович, давайте предоставим слово Борису Константиновичу Новака, а потом перейдем Чем к тут вам. начали примары? Борис Константинович, вот вы как Да, считаете? примары мы сделали такое. Иван Федорович, пожалуйста, у каждого из вас есть время, мы поговорим. Борис Константинович, скажите, У меня пожалуйста, есть. вот согласны ли вы, например, вот с горячей темой, которую затронул Иван Николаевич, что примары должны все-таки заниматься своими городами, заниматься развитием инфраструктуры своего города, и не только очистные, водоснабжение и прочие проблемы, которых всегда много и которые не заканчиваются, а все-таки наша власть должна, региональная наша власть должна заниматься Вот смотри, исполнительной, Ирина. законодательной. Ты ушла ко второй части того вопроса, который первый ты задала. И они вот тебя втянули и забыли про первый. Тянули, уже говорим про отношения между Камратом и Кишиневым. Можно Да. я скажу? У меня есть просьба Ничего, все нормально, ручка. моим коллегам, друзьям, справа, слева. Не кричите друг на друга, не перебивайте Нет, мы друг друга. говорим, И меня не перебивайте. Вот он высказался, не согласен, будешь корректировать, когда... Пишите, вот ручка, листочек Высказывай- есть, да, заметочки высказывай свою делайте. точку зрения. А так не надо эту ярмарку устраивать. Я хочу с другого начать, из первой части вопроса. Об отношениях внутри между Гагаузией и центральными властями Республики Молдова. А потом уйдем уже к отношениям внутри Гагаузии. Я не хочу кичиться, но все-таки депутат 2 созывов Народного собрания, почти 9 лет там. И, конечно, про тот самый процесс становления уже юридически оформленной автономии я принимал активное участие во всех этих мероприятиях, был членом президиума. И, конечно, мне это знакомо, имею опыт. Хочу сказать вам,
И обращаюсь к телезрителям, и как ты в самом начале говорила о молодежи, которая не знает, и многие сейчас уже моего поколения не имеют возможности довести ту информацию, которую я скажу вам. На многих встречах мне приходилось бывать на уровне парламента. Я был членом почти 2 года комиссии, которая, значит, согласительная комиссия, которая вырабатывала материалы для закрепления статуса Гагаузии в Конституцию. 113 статья. Мы 2 года почти ездили. И, конечно, не бесполезно мы ездили. Но я хочу сказать, что очень тяжело давался этот согласительный процесс, невзирая на то, что Гагаузия 96% поддержала партию коммунистов. Это вроде бы были наши, которые обещали нам вернуть нам... То есть ваши. Иван Федорович, пожалуйста. Вы запишите себе вопросы, потом будем. Когда будешь говорить, запиши. Я хочу уточнить просто. Вот я уже четко сказал. Чтобы вы не забыли. Это были наши те, кому мы доверили свои голоса и которые воспользовались нашими голосами. Вот. И тем не менее, когда пошел согласительный процесс, те, кому мы доверили голоса, да, внедрили 113 статью, да, закрепили юридический статус Гагаузии в Конституции. И это очень важно. Очень важно. Сегодня это все-таки мы юридически закреплены. Но в последний день, в отличие от нашей позиции, убрали из текста, и не согласовав с нами, убрали из текста право на самоопределение, которое было и сегодня есть в законе об особом правовом статусе Гагаузии. Но с Конституции убрали. То есть я почему это подробно говорю? Потому что даже невзирая на то, что мы вроде бы имели большое взаимопонимание с центральными властями, все равно нас водили 2 года за нос. И поэтому правильно поступило Народное собрание, руководство, большинство Народного собрания, которые прекратили эту согласительную комиссию, которая 2 года ездит, бесполезную. Я отвечаю на вопрос тем критикам, которые говорят и Тарнавскому, и другим, которые нам надо дальше с ними целоваться. Не надо с ними целоваться. Они игнорируют. Целоваться, это вы имеете в виду под этим образом? Конечно. Мирно Обниматься. говорить. Да, мирно говорить. Обниматься, я имею в виду. Да, Это давайте, а то мало ли. Да. один момент. Это юмор. Я знаю, что юмор. И я понимаю его, но... Вот и все. Это нам вот, будем 2 года еще ездить, возить друг друга за нос, чай пить и тому подобное. Поэтому правильно приостановили, потому что пользы нет. Можно спросить, Борис Кассиевич? Нужно. Вот когда вы говорили, что 2 года, буквально пару предложений назад, обсуждали статью 113, в тот период чай, кофе пили? Или серьезно говорили? Не, мы серьезно говорили, мы Не было готовились. времени на Каждый раз популярности, готовились. Был председатель комиссии Мишин Вадим Николаевич. Обсуждение серьезное. Конечно, конечно, споры были горячие. Наша комиссия была большая. Буружи там активно, Петр Ильич Бузаджи, да мы все, генерал Михаил Васильевич, Товарищ Михайлович, делегировали нас, мы консультировались, мы шли с заготовками. Мы, конечно, замахнулись высоко, и тем не менее потихонечку пришли почти к тому уровню, который должен был быть. Кроме того, что я вам сказал, подрезали нас. Это для тех, которые плачут, что не надо было прерывать вот эти вот вояжи. Правильно сделали, что прервали. Теперь хочу другую вещь сказать. Я очень важную вещь скажу, что на протяжении всего этого периода, в том числе в парламенте, в Кишиневе, в том числе общаясь на уровне министерства, где я работал, на уровне ближе соседних районов, Кантемирского района, где я работал, Бессарабский, Когульский, я вам хочу сказать, что многие молдаване, прогрессивные, друзья наши, земляки, гордились нашими достижениями в согласительной работе с центральными властями Гагаузии и гордились тем, что нам дали автономию, гордились тем, как мы сумели этот вопрос решить. Мирно. Этим, правильно Иван Николаевич сказал, пользовалась Европа, пользовалось руководство страны, которые говорили о том, что вот видите, как мы грамотно, правильно, мирным путем решили гагаузский вопрос. Да, так оно и было. А я вам хочу сказать, что мы гордились руководством Молдовы, и мы всегда говорили того периода, мы говорили, что мы есть Гагаузия, гагаузская автономия, неделим, есть, значит, составная часть Республики Молдова, молдавского народа. Мы есть составная часть молдавского народа, и когда мы говорим гагаузский народ, это
все равно он есть молдавский народ, потому что по названию Республики Молдова мы везде составная часть молдавского народа. Благодарю вас, Борис Константинович. Иван Федорович, вам слово предоставляю. Спасибо. Не совсем я соглашусь со своими коллегами. И скажу вам, что хотя вот Борис Константинович говорит, что вот мы ходили, нас там это, мы там это, Европа. Никакой Европы дела до нас не было. Никогда в жизни. Я говорю спасибо, что тогда президенту Турции, Царство Небесное ему Демирелю, он поставил самый большой вклад и жирную точку для сохранения гагаузского народа и для возрождения нашей автономии. Иван Федорович, тогда получается, что вы считаете, уточняющий вопрос задаю, что кто-то должен вмешаться в наши отношения? Должен быть опять кто-то извне, чтобы эти отношения возобновились? Если у нормальных людей можно договориться между собой, да, власти Кишинева, власти Гагаузии, мы же ничего не ущемляли их, мы просто хотели самосохраниться, сохранить свой язык, свою культуру, свой народ. Мы же не хотели отделиться, чтобы просто мы хотели, чтобы вы нас слышали, видели нас и понимали, зачем мы это делаем. Но никогда они столько, даже вот как Борис Константинович сказал, что мы подготовили этот закон о своем правовом статусе, и там они обманули Гагаузию. Даже там пришли, договорились, и сзади они то убрали. Понимаете? Никогда у них к Гагаузии не было хорошего отношения. Иван Федорович, еще один тогда вопрос. Вот вас возмутили слова Ивана Николаевича Бессарапа, который сказал, что вот по его словам, его же высказывания, это не мои слова, что все-таки примары ведут себя неправильно, они напрямую работают, как не положено, по его мнению, себя вести. Вот вы считаете тут, какую оценку вы дадите? Свою точку зрения? Я об этом говорил сразу с первого дня. Для меня лично такие отношения называются предательские. То есть что? Сейчас я ни в коем случае не хочу видеть. Я просто говорю, что... Нет, мы не мы говорим так, не уточняем, просто в общем. Дело в том, что ты примар. Это хозяйственник, в первую очередь. Да, я понимаю, ты то написал программу в 4 листа, обещал этим своим жителям то-то, то-то, то-то. Но ты в первую очередь житель автономии, тебя выбрали жители твоего города, населенного пункта, и у тебя есть Башкан, и у тебя есть народное собрание. Сегодня, переступая через голову Башкана и депутата народного собрания, мы унижаем весь гагаузский народ. Институт башканства. Институт башканства даже. Поэтому для меня это самый такой неправильный такой, да. ход. Но я скажу, что где-то это упущение депутата народного собрания. То, что скажу вам, что сегодня уже уложение Гагаузии устарело очень сильно. 30 лет надо его дорабатывать. Ежегодно надо было его дорабатывать. У нас там сегодня такие пробелы, что сегодня, оказывается, примары не подчиняются Башкану, советники не подчиняются Народному собранию. Я понимаю, о чем вы говорите, Иван Федорович. Дело в том, не что надо искать наше эфирное время подходит к концу. Я бы хотела все-таки... Я так и понял, что на мне всегда Нет, не на вас. Иван Федорович, вы сказали свою точку зрения. Сегодня вся проблема, Ирина, дайте я скажу 2 слова. Сегодня проблема не в Кишиневе. Сегодня проблема в Народном собрании. У нас здесь. Мы сегодня... Что у нас сегодня? Сняли закон о своем правовом статусе? Нет. Отменили уложение? Вы считаете, Нет. что проблема в Народном собрании? Вы говорите, что виноваты во всем депутаты Народного собрания Гагаузии. Иван Николаевич считает, что примары виноваты. Да. Григорий Дмитриевич считает, что вот как бы каждый должен сам себя начинать в первую очередь. Борис Константинович говорит, что вот они работали, а кто-то сейчас перестал, допустим, работать. Да? Ну, к примеру, да, говорю, Борис Константинович, пожалуйста, вопрос реплика. Просто был у вас... Вы держите долго руку, Камрад Кишинев, кто кого? Это... Один сказал, что А не кажется ли вам, что внутри у нас сейчас в Камрате
договориться не все могут. Можно, Борис Костевич. Ваня, пожалуйста. Да, пожалуйста. Жаль, конечно, что мы очень много времени потратили на воспоминания. А на Ничего страшного. А на сегодняшний день все-таки Давайте поговорим. мы зацепили самую актуальную животрепещущую тему. Какие сейчас отношения с центром? Ну, все-таки обладая какой-то базой данных, знаний, опыта Если и можно, только внимания. кратко, Борис Костевич. Да. Порядок, значит, исполнения бюджетных средств. Сегодня по закону, значит, бюджетные средства с республики должны поступать на расчетный счет исполкома Гагаузии. Исполком Гагаузии формирует программу этих средств и вот дает на утверждение Народному собранию с учетом там, работы комиссий, которые будут распределять в какой населенный пункт, на какие виды работ. Этот принцип нарушен. Господин премьер-министр Речан сказал, нам сейчас руководство Гагаузии, поскольку мы пойдем другим путем. И пошли другим путем. Они те деньги, которые должны прийти на расчетный счет исполкома Гагаузии, и руководить этим процессом должно быть региональное руководство, они напрямую дают как конфетку тому примеру, тому. Вот здесь нарушено. То есть не признают руководство Гагаузии. Не признают. Борис Костевич, это есть нарушение. Я вашу точку зрения услышала. Благодарю за то, что вы ее высказываете. Уважаемые гости, я вообще считаю, что у нас на Гагузском телевидении еженедельно должны записываться такие программы, которые мы сегодня с вами записываем в рамках этой программы, обсуждаем вместе, и предлагаю вам встречаться чаще. Давайте все-таки возьмем за правило для того, чтобы как можно чаще и больше активисты становления Гагаузии у нас выступали, и молодежь будет вас знать в лицо, и историю. Вот вы сказали, Борис Костевич, зря мы уделили времени, воспоминаниям нет. Это самое золотое время. Тогда... Без воспоминаний, без истории Хорошо. ничего не бывает, Ирина, Борис хорошо. Костевич. Но тогда есть еще большой клубок вопросов современных отношений, к которым мы только-только приступили, первый шаг. Ну, давайте следующую передачу. Да, в рамках следующей программы мы поговорим. Открой. В рамках одной программы, которая длится 50-55 минут, мы не можем... Ирина, я слушал, просто хочу маленький... Да, реплика краткая и закончим. Вот здесь Иван Федорович сказал, что очень много сделал у нас Демирель. Демирель, что он делал? Он держал экономически то время, если помните, когда галошами давали зарплату, Демирель приехал сюда, в Молдову, с Негром встречались, и он сказал, что если будут проблемы с Гагаузией, мы вам больше помогать ничем не будем. Иван Николаевич, Есть такая прям это точность. был Да, человек и с большой поэтому- буквы, это был авторитет, мировой Это авторитет. Ну, это в первую очередь Это был авторитет. президент, Что вы говорите сейчас? очень грамотный. Если бы не руководитель своей чем вы страны. Да, я согласен, Уважаемые но, гости, я там был думаю, что мы с экономический вами, вопрос. Иван Николаевич, я думаю, что мы с вами непременно встретимся еще в этой студии. Возможно, программу запишем и до дня празднования 19 августа, и после встретимся. Хочу также вам напомнить о том, что 1 сентября традиционно, как в прошлом году, я думаю, что эта традиция продолжится и в этом году, и в наших учебных заведениях вас пригласят для того, чтобы вы провели первый урок и напомнили и для наших школьников, для нашего подрастающего поколения о значимости нашей гагаузской автономии, о значимости гагаузского языка и не только. И Борис текущие Костевич. вопросы нынешней жизни. Ну, с детьми региона. это детьми обсуждать не говорить, нужно, а в да. этой студии мы поговорим, поверьте, Да. встретимся еще Потому что непременно, много я вас вопросов- приглашаю. много вопросов И не я осветили. все-таки считаю, что, наверное, нужно взять за правило собираться чаще, буквально еженедельно. Пусть активисты меняются, но темы для обсуждения у нас всегда есть, потому Не, мы что... еще сами не закончили, потом будет. Хорошо, Борис Костевич, я согласна. Мы поговорим. Уважаемые телезрители, я благодарю вас за внимание. Уважаемые активисты становления гагаузской автономии, я вас благодарю. Я хочу напомнить, что все-таки все присутствующие в этой студии считают, что гагаузской автономии быть в составе Республики Молдова. У нас должно быть мирное, дружное небо, и все жители нашей Республики Молдова, независимо от национальности, принадлежности, должны жить мирно, дружно, как в большой дружной семье. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии были Григорий Радов, Иван Бессараб, Иван Кольчик и Борис Новак. Это была программа «Обсуждаем вместе» на канале ГРТ. Оставайтесь с нами, у нас всегда интересно.